уважаемые коллеги! В сегодняшнем выступлении хотел бы остановиться на теме баланса властных полномочий между президентом и Курултаем. Нужно отметить, что по этому вопросу было специально посвящено отдельное заседание рабочей группы по парламентской реформе еще в октябре 2025 года, создан, как известно, в реализацию послания президента от 8 сентября того года. Уже тогда мы обсуждали и вырабатывали подходы по четкому разграничению полномочий президента и парламента. В этой связи считаю, что в подготовленном проекте новой Конституции эти полномочия распределены достаточно сбалансированно. Президент определяется как высшее должностное лицо республики и в этом качестве обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей власти – и законодательного лица парламента, и исполнительного лица правительства, и судебной ветвей. Поэтому, касаясь взаимодействия президента и Курултая, неверно оценивать их как укрепление политической монополии. Это ошибочное трактование содержания конституционной реформы. Взаимоотношения президента и Курултая – это не отношения разных ветвей власти. Это отношение института ответственности всей власти перед народом с одной из ветвей этой самой власти. Подготовленный нами проект основного закона не предлагает возвышать или принижать ту или иную ветвь власти. В нем выстраивается система, где полномочия распределены более равномерно и сбалансированно. Это делается не за счет ущемления полномочий парламента, а за счет выстраивания новой политической системы, где функции представительства интересов общества, напротив, даже расширяются за счет создания халық кеңесі, а Курултай сосредотачивается на профессиональной законодательной работе, и в его руках находятся все законодательные полномочия. В свою очередь, статус президента, предложенный в проекте Конституции, хотя и предполагает его роль над всеми ветвями власти, допускает включать эти дополнительные полномочия для предотвращения кризисных ситуаций и исключения регуляторного вакуума или правовых лакун. Тем не менее, имеющиеся процедуры позволяют Курултаю не только инициировать и принимать обязательные для всей страны законы, но и преодолевать возражения президента по некоторым вопросам. Таким образом, исключительность роли парламента как высшего законодательного органа бесспорна. А предложенные решения не столько расширяют полномочия президента, сколько восполняют имевшийся правовой пробел в регулировании с учетом сегодняшних реалий и необходимости продвижения национальных интересов нашей страны. Более того, учитывая, что нынешняя реформа по своей идеологии является продолжением и развертыванием на новом качественном уровне конституционной реформы 2022 года, нужно отметить, что уже тогда были заложены нормы, ограничивающие влияние президента на парламент через введенный запрет состоять президенту членом партии, что в условиях выборов Курултая по партийным спискам дополняет предусмотренную независимость законодательного органа. Также полагаем необходимым рассматривать эти перемены в комплексе с еще более ранними инициативой Касым-Жомарта Кемелевича по развитию парламентаризма. Так, в первый же год своего президентства, в декабре 2019 года, он поручил принять закон о парламентской оппозиции. В результате этот законопроект, разработанный Демократической партией «Ак Жол» еще в 2012 году, только после прямого поручения президента Токаева был принят и подписан главой государства. Тем самым созданы правовые условия не только для самостоятельности парламента, но и для открытого выражения собственной позиции и межпартийной дискуссии, что уже успешно реализует Демпартия «Ак Жол», альтернативно выступая и голосуя по многим вопросам, включая отчеты правительства. Это еще одно важное проявление самостоятельной роли парламента в политической системе государства. На этом фоне передача парламенту ряда функций по согласованию должностных лиц в ключевых органах, а также усиление гарантий защиты конституционных прав граждан лишь подчеркивает тенденции баланса и распределения полномочий в рамках единой вертикали государственного управления по формуле Токаева «сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство». Таким образом, с точки зрения Демократической партии «Ак Жол», противодействие монополии власти и баланс полномочий нужно выстраивать не в отношениях президента и парламента, а в принципе сдержек и противовесов между парламентом и правительством. Но это вопросы регулирования не Конституции, а конституционных законов о парламенте и статусе его депутатов и о правительстве.